Кыргызстан богат природными ресурсами, и добывающая промышленность остается одной из ключевых отраслей экономики. Но вместе с развитием отрасли растет и внимание к тому, насколько ответственно компании подходят к вопросам экологии, прозрачности и социальной поддержки. Один из крупнейших проектов страны – медно-золотое месторождение Бозымчак, принадлежащее компании Казминералс. Предприятие начало производство в 2014 году и сегодня продолжает развиваться, сочетая открытые и подземные методы добычи. Мы узнали у представителей компании и госорганов, как в Кыргызстане выстраивается система открытости и ответственности в горнодобывающем секторе. Казминералс – компания-производитель меди с высоким потенциалом роста, ориентированная на разработку крупномасштабных низкозатратных рудников открытого типа в Казахстане и Кыргызстане. Лицензия на разработку месторождения Бозымчак действует до 2031 года. Сегодня производственные мощности комбината позволяют перерабатывать более 1 миллиона тонн руды в год. Основная продукция – медный концентрат. Побочно извлекаются золото и серебро. С приходом компании Казминералс Бозымчак в горнорудную промышленность Кыргызстана, да, можно сказать, это зародилась медная промышленность, потому что в Кыргызстане в таких объемах медь не добывается. Казминералс Бозымчак активно поддерживает развитие человеческого капитала в регионе, обеспечивая обучение, развитие компетенций и занятость местного населения. На сегодняшний день у нас на предприятии, я буду говорить порядка 1300 человек. 1300 человек на этом. И комбинат работает вахтовым методом в Алабукинском районе Джалабадской области. Это местные жители? Да, и местные жители. И вот из 1300 человек 97% это граждане Кыргызской республики. Это одно из требований местной власти и местного населения. В компании считают, главное условие доверия – открытость. Казминералс Бозымчак выпускает собственную газету, выходящую дважды в месяц, тиражом в 1000 экземпляров. Издание освещает жизнь предприятия ближайших сел, рассказывает о социальных инициативах и событиях. Помимо печатных выпусков, компания активно использует Facebook для информирования и обратной связи с местным сообществом. Мы пишем только то, что происходит в нашем регионе, который расположено наше предприятие. Я считаю, что в век сейчас, когда газеты не читают, в ближайших селах нашу газету, я прямо скажу, ждут с нетерпением. По крайней мере, спрашивают, потому что в основном это пользуется население, возрастные, им приятно. Мы там, есть рубрика, великие, хорошие люди, у кого-то какие-то мероприятия, именно то, что происходит в селах, какие праздники, что прошло, какие новости. По словам руководства, открытость помогает избежать конфликтов и недопонимания. По данным Министерства природы Кыргызской республики, с 2021 по 2025 годы в бюджет страны поступило около 191 миллиарда сомов от горнодобывающих компаний. На сегодняшний день количество лицензий на право пользования недрами составляет 2190 лицензий. Это лицензии на разработку, разведку и геолого-поисковые работы. Крупные горнодобывающие компании – это Кумтор, Альянс Алтын, Бозымчак, Алтынкен и угольные компании Кыргызгомур. Согласно законодательству о недрах, горнодобывающие предприятия Кыргызстана ежегодно перечисляют 2% от выручки в фонд развития района, где ведут деятельность. Для Бозымчак эта сумма составляет около 1 миллиона долларов в год. За годы работы предприятие направило в регион более 21 миллиона долларов. Это около 2 миллиардов сомов на развитие инфраструктуры. На законодательном уровне введено такое 2% от выручки идет. Это ежегодный обязательный налоговый платеж, который, естественно, ни одно предприятие не задерживает. Второе – это добровольные, это социальные пакеты, меморандумы. Если мы ведем на территории земель двух айлёк-мөтө социальную помощь, порядка, я вам говорю, около 20 миллионов долларов, 20 миллионов сом ежегодно мы проводим. Социальный пакет – это строительство, ремонт инфраструктуры, строительство дорог, строительство стадионов. За время этой всей эксплуатации в Гоктарском айлёк-мөтө, бывшем названии, уже не осталось ни одного объекта. Что делать? 26-й год, накануне, мы опять будем сеять, потому что все сделали.
Добывающая отрасль продолжает играть важную роль в экономическом развитии Кыргызстана. Как сообщили в Министерстве экономики, на сегодняшний день сектор не только формирует значимую часть промышленного производства, но и становится площадкой для внедрения цифровых решений и новых подходов к управлению природными ресурсами. Вклад добывающей отрасли в ВВП составляет около 2%, а в самой промышленности оно составляет 11%. Основную долю это предприятий является добыча полезных ископаемых и строительных материалов, также уголь и золото. Также на данный момент правительство Крымской Республики, оно особое внимание к именно добывающей отрасли. В этом секторе происходят такие изменения, как цифровая трансформация, обновление инфраструктуры. Экология – один из самых чувствительных вопросов для горной добычи. В компании уверяют, что используют технологии, которые позволяют минимизировать воздействие на окружающую среду. С момента запуска Казминералс Бозымчак придерживается строгих стандартов охраны труда, техники безопасности и экологической ответственности. На предприятии действует собственная служба, входящая в состав отдела охраны труда и промышленной безопасности. Основные направления контроля – качество воздуха, воды и сохранение природного ландшафта. Самое важное, что надо сказать, в отличие от других предприятий, на нашем предприятии, это прям подчеркнуть, у нас идет сухое складирование хвостохранилища, да? На других предприятиях там мокрое, у них идут сбросы воды, понимаете? На нашем предприятии даже, можно сказать, капля воды, даже за территорию ГОКа, та вода, которая используется на предприятии, даже капля воды не покидает. Для защиты природных ресурсов вокруг комбината созданы водоотводные каналы, проводятся работы по озеленению и компенсационному высаживанию деревьев. На территории предприятия посажено до 40 тысяч саженцев, что делает его одним из самых зеленых горнодобывающих объектов страны. Контроль экологических показателей регулярно осуществляет Чуйская лаборатория, которая не выявляет превышений допустимых норм. При работе золоторудных предприятий, это на слуху у всех, это цианид, вы тоже знаете, да, это вредность. На нашем предприятии цианид не применяется. Цианид применяется на всех других золоторудных предприятиях Кыргызстана, но у нас цианид не применяется, потому что мы работаем только метод флотации и медь. Инициатива прозрачности добывающих отраслей работает в Кыргызстане для того, чтобы и государство, и бизнес открыто публиковали данные о платежах, налогах и расходах. Бозымчак называет прозрачность и социальную работу частью корпоративной культуры. Вначале были, опять же, недопонимания, потому что когда идет, например, большие сели или дожди, вода, естественно, она приобретает такой цвет, который начинает пугать местное население. Они говорят, у вас с дамбы, с фабрики вытекает туда-сюда. Да, если сразу идут такие замечания, я выезжаю или там на ГОКе сразу, мы приводим сразу депутатов местных, потому что они более активны, или аксакалов, мы им привозим прямо на территорию ГОК, говорим, вот смотрите, вот наш ГОК, вот вода, вот то, что с нас вытекает. А вот то, что вчера или была вода вытекала, это вот дождевая вода. Казминералс Бозымчак регулярно отчитывается перед государственными органами и местной властью о социально-экономической и экологической деятельности. Публикация этих отчетов дает местному обществу, властям и инвесторам ориентир, как работает предприятие и каких показателей достигает. Можно анализировать, сколько тонн руды переработано, сколько металлов получено, какие меры безопасности и экологии применяются. Все это позволяет выстраивать диалог с местным сообществом на фактах и соответствовать стандартам инициативы прозрачности добывающих отраслей.